Исәнмесез, дуслар! Всем здравствуйте! Меня зовут Алсу, это канал о татарском языке. И сегодня у нас довольно-таки необычное видео для канала, а именно обзор на учебник татарского языка под авторством Хайдаровой, Галиевой и Ахмедзяновой для учеников 2 класса, для ребят, которые работают по программе ВОЗ. Данный учебник я буду рассматривать на один ключевой фактор: способен ли он развить языковой навык у ребенка 2 класса, соответственно, нашему ученику 8 лет. В своем обучении, когда я работаю с ребятами от 5 лет и заканчиваю учениками 70+ лет, я ставлю момент развития языкового навыка в самую первую очередь. Потому что, действительно, в первое время вам нужно не сколько уметь читать по-татарски, не сколько слишком грамотно писать на татарском языке, не сколько это знание классики и литературы, а именно владение языком. То есть вспомните себя в детстве, как это было раньше. Вряд ли, когда вы были ребенком, ваши родители предлагали вам какие-то таблицы или вряд ли вас заставляли писать. С вами просто разговаривали на языке. Соответственно, русский язык или ваш родной язык вы освоили без проблем. Тут задача при работе с ребятами 2 класса также развить у них языковой навык, чтобы они спокойно могли говорить на языке. Это не обязательно что-то сложное. Это для начала может быть даже просто «я ходил в магазин», «я люблю гулять на улице», «у меня 2 подружки», «моя мама сказала, что сегодня нельзя играть на площадке». Таким образом, данное видео будет полезно как для учеников, так и для родителей и для других преподавателей. Ну что ж, башлыбас, начинаем. Итак, здесь у нас есть некоторые окончания, аффиксы принадлежности, и, в принципе, наш учебник начинается. Первый урок представляет собой то, что мы вспоминаем некоторые забытые нами за лето слова. Исәнмесез, рәхмәт, сау булыгыз, хәерле көн. Далее мы здесь читаем диалоги, читаем слова, читаем текст, стихотворение. Если грамотно выстроить данный урок, давая образец к произношению ребятам, то, конечно, это все будет очень полезно. Далее второй урок у меня вызвал уже немножко вопросы. Помоги Незнайке вспомнить название школьных принадлежностей. Но посмотрите, только что открыв учебник, никакие школьные принадлежности мы пока не видели. Соответственно, мне вспоминать просто неоткуда. Таким образом, если я не могу вспомнить, а точнее, давайте даже скажем, я пока не знаю эти слова, неужели при невыполнении мне поставят оценку 2? Есть такой момент. Далее нам предлагают запоминать слова «мина» — это мне, «сина» — это тебе, «киряк» — надо, «киряк» — мне не надо. В целом, да, с этим упражнением щенче, да, номер 3, ребята справляются неплохо. Далее вспоминаем, что частицы «м» или «м» дают нам вопросительный элемент. Кстати, да, друзья, если какие-то темы и вопросы вас заинтересовали, то по всем ним у меня уже есть готовый видеокурс. Пожалуйста, обращайтесь по номеру на экране, WhatsApp, Telegram, с удовольствием отвечу. Четвертый урок также разговорный. Читаем стих, читаем диалоги, да, таким образом. Здесь у нас уже хороший момент присутствует. Скажем маме, что мне нужны цветные карандаши, линейка, циркуль и альбом. Да, такие упражнения Бики Аратабас очень любим. Именно таким образом, действительно, в повседневной жизни мы и общаемся. 5 и 6 уроки и тема транскрипция по отзывам моих самых маленьких учеников, которые как раз-таки занимаются в школе. Не только по этому учебнику, потому что транскрипция рано или поздно все равно будет в вашем учебнике по школьной программе. Одна из нелюбимых тем. Почему? Потому что это сложно, потому что заставляют учить какие-то таблицы, потому что нужно записывать какие-то непонятные написания. Друзья, какой момент? Транскрипция – это всегда, когда авторы хотят представить правильное произношение, но написав их в бумажном виде. То есть А будет с какой-то с ноликом, да, наверное, наверху. Нам предлагают произнести оглубленно. К с хвостиком и Г с какой-то палочкой посередине. Губной звук. То есть, да, я могу понять авторов учебника. Они пытаются поставить нам то самое татарское произношение. Но, друзья, никогда это не делается таким образом. Произношение, мелодика языка улавливается не чтением темы транскрипция, а дальше выполнением каких-то сложных заданий, а именно прослушиванием учителя, прослушиванием какого-то человека и копируя его интонацию, копируя его произношение. Только таким образом можно научиться. Идем дальше. Далее у нас тема числительный. Нищая – это сколько? Да, тема множественное число. Алма, алмалар. А для мягких слов окончание ляр, типа песи, песилер. Также нар или нер. Вот такой момент тоже есть. Так, говорим слова по-татарски, уже неплохо.
Ну, знаете как, на самом деле, честно говоря, сказать отдельно яблоки, мальчики, девочки – это не речь. То есть, друзья, тоже обратите внимание, часто во время обучения люди спрашивают, а вот если я знаю такое-то слово, если я знаю такие-то слова, это поможет мне разговаривать? В целом, знание слов всегда одобряется, всегда это хорошо, но все-таки, зная отдельные слова, речью это назвать сложно. Но, тем не менее, тут сразу же сниму упражнение, то есть мы видим, да, нам предлагают спросить, есть ли на столе тетради, есть ли на столе книги, рисунки и так далее. Идем далее. Да, правило такое, что существительное употребляется в единственном числе, когда у нас перед ним стоит цифра или число. Неплохое упражнение номер 6. Нам предлагают рассказать о себе по плану. Синен исеменничек, синан чаеш, син кайда яшисен, син ченчасен вталкайсен. Да, хорошее упражнение. Всегда рассказывай о себе, о своем хобби, о том, где вы живете, что вы любите делать. Персонализируй обучение и действительно помогают развивать разговорный навык. Тема у нас корень. По совместительству, друзья, да, почему-то здесь не указано. Это тема повелительное наклонение, то есть и момент еще, который немножко тоже под вопрос я бы поставила. Почему-то для написанных слов не пишут перевод. То есть, ладно, слово «яс» напиши, многие дети могут знать, но вот «сикер», «прыгай», скорее всего, не все. То есть, что мешает прикрепить сюда уже перевод? Рассматриваем следующий момент. Нам предлагают рассмотреть табличку, что если он что-то делает, это у яза, а вот если я делаю, мим язам. В целом, да. Потом это работает с окончаниями, да, с англисен, когда мы говорим «ты что-то делаешь». Да. Так, дополняем диалоги. В целом, да, это уже полезная практика. Продолжаем диалоги. Такое упражнение мне тоже нравится. Разговариваем с соседом по парте, читаем текст. Кстати, да, интересный момент, особенность этого учебника, что тут есть неплохие тексты, по которым вы можете также ставить произношение, можете их пересказывать, заучивать. Это все будет полезно. Идем дальше. Опять-таки момент, да, друзья, в сегодняшнем видео мы не разбираем каждое предложение отдельно. У нас нет задачи поработать с каждым упражнением, а именно задача в том, чтобы мы сделали общий обзор, то есть на учебник, чтобы мы посмотрели его кратко, обзорно. Если у вас есть вопросы по каким-то определенным упражнениям, то, пожалуйста, пишите в комментариях, и мы разберем их в видео отдельно. Идем дальше. Здесь у нас неплохая тема тоже где-то в чем-то. Кайда, эстельде, китапта, сумкада. Здесь нам приводят примеры, да, рассматриваем рисунки. Всегда отлично работают темы, такие как реальные жизненные ситуации. Это поход в магазин, поход в школу, поход к врачу. Поэтому да, тема магазин, кибетте и ашамлаклар, ешельшеляр тут присутствует. Базарда, читаем текст. Отличный момент, что здесь присутствует небольшая сводка, и сюда выписаны слова, которые ребенок может не знать. Тут перевод на них присутствует. Рассматриваем картинки, также, да, и находим характеристику овощей. Всегда такие упражнения помогают развить навык, потому что здесь уже нужно просто разговаривать, то есть имитировать диалоги между, например, продавцом и покупателем или между двумя покупателями. Всегда хорошим моментом является составление предложений, например, «Мина, граду снегом, юг». Спрашиваем у мамы вопросы, предлагаем маме пить чай с медом, пить чай с лимоном, то есть тема здоровья, тема лекарства. Далее у нас идут тематики временного года, например, кэш – это зима. Здесь у нас есть неплохие диалоги для продолжения, текст для чтения. Подготовься к конкурсу на лучшего чтеца текста кэштиля. Я так понимаю, текст у нас находится вот он выше. То есть, да, отличная мотивация для учеников, для ребят, которые занимаются в группе 26-30 человек. Именно немножко создать такой соревновательный момент на лучшее чтение. Опять-таки тексты, но моя немножко такой комментарий был бы тут в плане слов, что, как было сказано ранее, транскрипция работает не очень хорошо. Поэтому буген, скорее всего, не очень объективно, скорее это просто буген. Таким же образом, стих, да, это у нас шигыр, по-татарски нам предлагают произнести как шигыр. Жерлый поет, жерлый. Би, не знаю, что тут делать, вот это дополнительное краткое, но, видимо, авторы учебника увидели это так. Также хорошая интересная тема – это семья, минем гаиле, ихтангёш, икандызгёш и кишки слова встречаются. И под конец учебника нас уже встречают хорошие упражнения на то, чтобы мы рассказали о своем городе, спрашивали у друга, пересказали содержание текста, который у нас встречался, видимо, где-то ранее. Тема магазин, да, кибет, опять-таки, элементы одежды. Все это тоже полезно, потому что развивает
элемент лексики, то есть ребенок узнает новые слова. Ашамыклар кибеты, лето, жей, тоже хорошая тема. Это все сопровождается большим количеством диалогов, большим количеством каких-то разговорных практик, стихов, поэтому, конечно, тоже большой плюс. Ну и крайние листы учебника – это у нас небольшой словарик, к которому ребята могут всегда обратиться, если встретили какое-то незнакомое слово. Но, насколько я отследила, не все слова все-таки представлены здесь, поэтому иногда все-таки будет вам необходимо использовать другие словари или интернет-ресурсы для поиска нужных слов. Ну или простым языком, просто переводчики. Друзья, на этом все. Общий отзыв на учебник был бы такой, что данный учебник действительно неплох, но он также должен дополнительно идти с языковой практикой, которую добавляет учитель. То есть, работая чисто по этому учебнику, заговорить по-татарски будет довольно сложно. Во-первых, у вас нет образца к произношению. Не знаю, прилагается ли к данному учебнику какой-то аудиокурс, аудиоматериал или прослушивание, потому что никаких отметок типа диска или там прослушивания я здесь не увидела. Поэтому должны быть комментарии со стороны учителя. Если правильно в группах ориентировать и создавать элементы диалога, общения и вовлекать ребят все больше в устную речь, то да, общая оценка учебника 4 из 5. Друзья, на этом все. Если вы хотите поработать на уроках со мной, то приглашаю всех желающих на обучение. Доступны онлайн-уроки, а также видеокурс, по которому вы можете осваивать татарский язык самостоятельно абсолютно везде. Караганыңыз үшін рахмет. Всем спасибо за просмотр. Сау болыңыз.